В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната отдыха была прекрасна. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным, великолепно спроектированным помещением. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Стэнли, послушай меня, мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе, совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться, но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя? Ты кем-то все время пренебрегаешь. Ты забыл о ком-то, Стэнли. Ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать? Я ведь не за себя прошу, а за нее. Вот оно, Стэн. Шанс реабилитировать себя. Отлепись ты от своей работы. Впусти ее снова в свою жизнь. Она ждет тебя. Это она, Стэн. Ты должен это сделать. Поговори с ней. Если ты правда ей доверяешь как самому себе, возьми трубку. Стэнли взял трубку. Внезапно возникшее белесое сияние разлилось по всей комнате, пробуждая в Стэнли сначала робкие, а потом и вполне ощутимые лучи надежды. Надежды на новую, настоящую жизнь. Подожди, господи ты боже, Стэнли, ты что, выдернул шнур? Так, сейчас перепроверю. Нет, вот, написано же, никакого выбора. Стэнли берет трубку, потом оказывается в своей квартире, где встречает жену, сливается с ней в объятиях, играет музыка, потом затемнение и титры. Тут точно ничего нет. Как это вообще так получилось? Ничего подобного не должно было произойти. Я не понимаю. С чего это ты вдруг стал принимать осмысленные решения? Ты что? Постой секунду. Ну-ка. Нет, я не могу поверить. И как я раньше-то не понял, вы не Стэнли, вы реальный человек.
Но я и идиот, что сразу не заметил. Вот почему вы принимаете правильные и неправильные решения. Так это вы столько времени здесь бегали, а я и не понимал. А если бы вы еще раз неправильно выбрали? Да ведь так и игру можно испортить. Вы и в реальной жизни тоже вот так себя ведете? Там ведь не игра, там можно такого натворить. Вы понимаете, насколько все серьезно? В общем, я не могу вами рисковать. Я останавливаю игру, и мы посмотрим обучающее видео, посвященное основам безопасного принятия решений в реальном мире. Потому что это не шутки. Выбор. Основное преимущество реальных персон. В случае неправильного использования сопряжен с большой опасностью. В этом примере гипотетическая реальная персона по имени Стивен стоит перед выбором. Стивен может тратить годы на улучшение качества жизни граждан беднейших стран третьего мира, или он может систематически поджигать каждую сироту, обнаруженную в радиусе 30 километров от своего жилища. Что бы выбрали вы? Следует помнить, что в отличие от игры, в реальном мире присутствует здравый смысл, и вам придется быстро принимать решения, лишенные рациональной логики. Если вы разговариваете с персоной, лишенной здравого смысла, значит, скорее всего, эта персона нереальна. Дождитесь, пока персона закончит говорить, а затем предоставьте ей объяснение, почему вы не можете продолжать беседу. Попрактикуйтесь с партнером. Боженьки мои, уже 4:30? Мне необходимо бежать на интимную стрижку. Отлично. Регулярное принятие решений есть непременная основа любого выбора. Врачи рекомендуют делать выбор не менее 8 раз ежедневно. Спросите себя, вы делаете выбор чаще или реже? И последнее. Вы задались вопросом, влияет ли ваш выбор на что-либо? Оказывает ли он воздействие на вас мир? Нет, ни в коем случае. В бесконечности Вселенной ваши мысли и ваши действия вообще не имеют и не могут иметь никакого значения. А сейчас нашим... вот и вы. Как вы заметили, эта комната изрядно пострадала в результате созданного вами противоречия. Не волнуйтесь. Теперь, когда вы знаете, как правильно принимать решения, мы снова окажемся перед выбором, который вы сделали несколькими минутами ранее, и примем верное решение. Сюда, пожалуйста. Мы уже знаем вашу способность к осознанному выбору и не можем позволить вам спрыгнуть с платформы и разбиться. Только представьте, если главный герой нелепо умирает посередине повествования, какой же в этом здравый смысл? Нам необходимо успеть доставить вас домой, пока противоречия в сюжете не стали еще хуже. К сожалению, это место совсем не подготовлено к взаимодействию с реальностью. Вы почти на месте. Вы входите в левую дверь, выправляете повествование, игра правильно заканчивается, и вы оказываетесь дома в реальном мире. Не забывайте,
что вы должны делать так, как поступил бы Стэнли. То есть проявлять сознательность и всюду следовать сценарию. Я уверен, что вы справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет в порядке. Итак... Стэнли очутился перед двумя открытыми дверьми. Он, не раздумывая, выбрал левую дверь. «Нет! Зачем вы это сделали? Скорее вернитесь на исходную, пока не стало слишком поздно!» Ёлки-палки, все пропало. И это после всех наших разговоров про сюжет, канву. Вы взяли и все испортили. Почему? За что? На кой вам так поступать? Вам так интересно наблюдать, как игра разрушается. Теперь тут свалка просто. Все напрасно. Ну, и что мне теперь делать? Даже если тут и есть выход, какой в нем теперь смысл? Все повествование разрушено. Что мне делать? Я не смогу это забыть. А мне придется. Вы не понимаете, как это тяжело с этим жить. Наверное, теперь мне придется остановить игру навсегда. Вы знаете, каково это — выбросить всю свою работу? Я просто в смятении. А вы чего молчите? Что же делать? Что же делать? Ну что же мне делать? Мне придется закрыть игру. Ничего другого не остается совсем. Ой, я здесь. Я все еще тут, посреди этой свалки. С вами. С мистером, который думает, что он самый умный. Ну, посмотрите по сторонам. Нет больше моей игры. Это все, что у меня было во всем мире, пока вы все не разрушили. Что вы улыбаетесь? Что тут смешного? Что вы хотели увидеть? Разве я не говорил вам, как важно было действовать, как Стэнли? Он-то знал, как делать то, что ему говорят. Он понимал, что если я заставляю его что-то сделать, значит, черт возьми, на это есть причина. А вам это и в голову не приходило, да? Вы думаете, вы один на всем белом свете? Да вы просто ребенок. Моя история. Вот если бы вы только зашли в левую дверь, вы бы увидели, какая она была. Там внизу целая подземная база. Вы бы ее уничтожили и выиграли. Как сделал бы Стэнли. Это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетной канве. Я уверен, что вы отлично справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет как надо. Итак, оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли без промедления вошел в левую дверь. «Нет! Зачем вы это сделали? Скорее верните...» Как сделал бы Стэнли. Это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетной канве. Я уверен, что вы отлично справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет как надо. Итак, оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли без промедления вошел в левую дверь. «Нет! Зачем вы это сделали? Скорее верните...» Как сделал бы Стэнли. Это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетной канве. Я уверен, что вы отлично справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет как надо. Итак, оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли без промедления вошел в левую дверь.
В переговорной тоже не было никого. Находясь в полном замешательстве, Стэнли решил подняться к директору в надежде там узнать, что же случилось. Подойдя к лестнице, Стэнли поднялся наверх к кабинету своего босса. Зайдя в кабинет директора и не обнаружив там ни одной живой души, Стэнли впал в отчаяние. Полностью сбитый с толку, Стэнли не знал, что и думать. Вдруг его взгляд упал на дверь с интеркомом справа от нее. Ну, конечно, все отгадки должны были находиться за этой дверью. И, как ни странно, он знал кодовое слово. Он случайно заметил его на компьютере директора неделю назад. «Ночная акула 115». Открывал ли этот пароль дверь? Действовал ли он все еще? Был только один способ проверить. Стэнли был приучен не высовываться, но сейчас он был полон решимости достойно встретить все, что угодно. Сделав глубокий вдох, Стэнли сказал кодовое слово. Стэнли проговорил пароль «Ночная акула 115». Он сказал это в интеркомовскую панель на стене, прямо в нее. «Прошу прощения. Вы, наверное, не расслышали меня? Пожалуйста, скажите кодовое слово, или мы так и будем здесь сидеть. Это обязательное условие». «Ну, просто прелесть. Значит, не скажете? Знаете что, мне очень неприятно завести вас так далеко сюда только для того, чтобы понять, что вам вообще все до лампочки. Я что, прошу слишком многого? Что уважение — это уже много? А я еще Стэнли ругал. Вот он-то понимал, что такое сюжет. Если вам не интересно, что я вам показываю, на кой черт вы сюда пришли? Пошли бы в правую дверь. У вас же был выбор. Шли бы туда и делали там все, чего вам хочется. Какого черта вы сюда пошли? Ну, говорите. Да скажите хоть что-нибудь. Объясняйтесь. Когда Стэнли очутился перед двумя открытыми дверьми, он решил войти в дверь слева. «Стэнли, эй, у тебя все в порядке? Стэнли, пожалуйста, нужно, чтобы ты сделал выбор. Зайди в дверь. Ты слышишь, что тебе говорят? Ау, что-то не так? Стэнли, это очень важно. Ты главный герой, ты должен принять решение. Без тебя не будет продолжения. Ты понимаешь это или нет? Да в любую дверь входи, слышишь? Любая дверь подойдет. Здесь ты не можешь ошибиться. Ну, помоги же мне. Любое твое решение. Ну, шагни ты вперед. Ну, пожалуйста. Ну, выбери. Ну, сделай что-нибудь. Ты не понимаешь, как это важно? Ну, ради меня. Ну, ради нашей истории. Ну, ты что, оглох? Ты там вообще? Ты слышишь меня? Стэнли, ты здесь? Ну, хорошо. Я подожду. Тебе нужно время, чтобы сделать выбор. Чтобы сделать правильный выбор. Замечательно. Я подожду, пока ты определишься с правильным выбором. Не торопись, думай сколько хочешь. У нас уйма времени.